Еще одна тема. Тема еще одной войны. Уже на Ближнем Востоке. События в этом регионе определяют очень многое в глобальной политике. Это и цены на нефть, и расстановка сил в Европе, а еще терроризм. То, чего боятся в наше время, наверное, во всех странах на планете. В том числе и мы с вами боимся. Вспомните недавние теракты в Париже. Кажется, очень далеко, а на самом деле это всего лишь несколько часов пути на самолете. Наша с вами безопасность тоже зависит от того, как будут развиваться события в двух странах – Ираке и Сирии. Именно на их территории выросла главная опасность этого века – исламское государство. Наш военный корреспондент Вениамин Трубачев видел, что оставляют после себя террористы. Давайте посмотрим. Вот эти дома – это уже окраина Мосула. Город является главным командным центром исламского государства в Ираке. Боевики его захватили 2 года назад и до сих пор удерживают. В хорошую погоду даже видно черные флаги. Сегодня утром я заметил несколько автомобилей террористов. Выпустил по ним целую ленту патронов. У меня надежный пулемет, не подводит. Видишь, впереди нас небольшой холм. Вот туда террористы подходят и начинают стрелять. Они не сидят на одном месте, а постоянно перемещаются. Мосул для боевиков – город-символ. В главной городской мечети лидер террористов Аль-Багдади провозгласил создание исламского государства. Это было его первое публичное выступление. Только по самым минимальным подсчетам в Мосуле более 4000 хорошо обученных боевиков. И покидать город они явно не собираются. У них современное оружие и техника. Но иракские военные все-таки понемногу вытесняют террористов из страны. В начале года армия выбила джихадистов из пригорода Багдада Рамади. Сейчас бои идут в Фаллудже. Полностью зачистили Синджар и готовятся штурмовать Мосул. В Мосуле живет больше 2 миллионов человек. Для нас это проблема. Террористы прикрываются людьми, а мы не можем стрелять по мирным. Этот человек – один из полевых командиров. От его решения зависит, когда и где начнется зачистка. Террористы несколько раз пытались его убить, но, кажется, покушения делают его только сильнее. Мы уже уничтожили множество боевиков. Их тела до сих пор лежат по линии фронта. Мы освободим Мосул, как и освободили Синджар. Джихадисты, похоже, очень недовольны, что им приходится покидать завоеванные территории. В стране участились теракты и нападения на военных. Террористов выдавливают из Ирака. Но какой ценой? Что оставляют после себя джихадисты? Мы направляемся в город, где они совсем недавно правили. Мы сейчас едем в Синджар, чтобы попасть в этот город. Нужно получить разрешение полиции и военных. Мы это сделали. Нам даже выдали охрану. Несколько вооруженных людей едут в этом автомобиле. И мы должны следовать за ним до самой линии фронта. За окном разрушенные дома, уничтожены целые села. Едем максимально быстро. Любое промедление и автомобиль уже цель для террористов. Синджар превратился в город-призрак. Боевики исламского государства захватили Синджар в августе 2014 года. И совсем недавно курдские военизированные формирования отбили этот город. Бои были настолько ожесточенные и интенсивные, что эта часть города полностью разрушена. Вот одна улица, еще одна. Все вокруг в руинах. Ходить по этим улицам до сих пор нужно очень осторожно, только по проверенным тропинкам, потому что военные говорят, что террористы, когда покидали город, многие разрушенные здания заминировали, установили противопехотные мины, и взрывы звучат здесь до сих пор. Джихадисты не оставляют попыток вернуться. Они занимают несколько поселков вблизи Синджара. Обычно они отправляют к нашим позициям смертников. Чтобы укрыться от постоянных бомбардировок, террористы сделали целую систему подземных тоннелей. Вот вход в один из таких тоннелей. Но ходить туда до сих пор никто не решается. Вероятно, боевики эту территорию заминировали. В этом доме жила семья с маленькими детьми. Снаряд попал прямо в детскую комнату, рассказывают очевидцы. И взрыв был настолько мощный, что игрушки разлетелись на сотни метров.
Раньше здесь была христианская церковь. Когда террористы захватили Синджар, первое, что они сделали, ее взорвали. Напоминание о том, что здесь когда-то была святыня, установлен крест на этих руинах. Террористы не только разрушили святыни, но и убивали христиан, уничтожали езидов, курдов, всех, кто им не нравился. Мы нашли массовое захоронение, там тысячи людей. Это центр Синджара. Люди сюда, местные жители, не возвращаются. Ну и, по сути, некуда возвращаться. Сейчас здесь живут только курдские военные формирования. Они окопались вокруг города и говорят, что не допустят больше, чтобы сюда вернулись террористы исламского государства. Мы будем сражаться до последнего, даже если у нас не будет оружия и останутся только вот такие старые автоматы Калашникова. Кафе и ресторанов здесь нет, поэтому бойцы под открытым небом на костре готовят ужин. Сейчас вот варят курицу. Вечернюю трапезу прерывает сообщение по рации. Бойцы заметили передвижение неизвестного автомобиля. Вероятно, это джихадисты. Вот сейчас на окраине города началась стрельба, какое-то стрелковое оружие. Военные говорят, что нам нужно сейчас уезжать срочно с этого места. Боец садится к нам в автомобиль и выводит из города по самой безопасной дороге. Он показывает, откуда именно сейчас ведется огонь. База террористов находится вот там, до нее 5 километров. Они часто приходят сюда пострелять. Выезжаем уже с первыми сумерками. Через каждую сотню метров расстрелянные автомобили. Уехать отсюда удается далеко не каждому. Вениамин Трубачев, Владимир Дедов и Марианна Бурякова. Подробности недели. Телеканал Интер. Ирак.